Неожиданная прогулка с сыном по любимому городу. Вот тут жили. Смотрите. Туда не проедешь, Азамат? Просто сесть в машину и проехаться по тем самым улицам, где начиналась уфимская история народного артиста Фидана Гафарова. Я уже 59 лет тут в Уфе. 59 лет. Представляете, да? Фидан Сафич родился в селе Новоуртаево Дюртюлинского района. В Уфу приехал, чтобы осуществить заветную мечту. У меня мечта была быть артистом, но хоть баянистом на худой конец. Конечно, у него был голос невероятный. Но экзаменационную комиссию училища искусств, куда он приехал поступать, удивил его талант артиста. Его приняли сразу, без дополнительных испытаний. А после училища Гафарова уже ждали в труппе Башкирского академического театра драмы. Это первый двор семьи Гафаровых. Дом на пересечении улиц Коммунистической и Гафури. Наш дом, да, где ты родился, да? Ага. Пятый, да? Пятый, даже посмотрим. Кстати, недалеко от этого дома было общежитие, где Фидан Сафич познакомился со своей женой Фаридой. Он зашел в общую кухню, чтобы пожарить картошку, а там незнакомая девушка мыла полы. Спрашиваю, а как ваша фамилия? Она говорит, я Гафарова. Я говорю, я Гафаров, вы я Гафаров. Давайте вычеркнем я, букву я, и станете Гафаровой. С этой встречи прошло почти полвека. 3 года назад Гафаровы отметили золотой юбилей. Фарида Хабибуловна тоже работала в театре, заведующей гримерным цехом. Квартиру в этом доме они получили как молодая театральная семья. Главное, самое главное, дружно жили. Вот, например, мы на пятом этаже, да, первый, второй этаж, мы уже в гости ходили все время. Они к нам заходили, то есть вот так вот дружно жили, дружно чай пили. А вот еще один адрес, куда Гафаровы переехали чуть позже. Горкомовский дом на улице Гафури. Самые крутые дома – это 8-этажка. Те времена, да? Этот дом. Представляете, да? Круглый, необычный и даже с лифтом. Соседи – самые известные люди Уфы. Артисты, писатели. Здесь жила семья Абдразаковых. Над Гафаровыми жила актриса Зинира Атнабаева. Творческие встречи звездных соседей проходили прямо в подъезде, а то и в лифте. Вот я помню, сели где-то 7 человек, а там до 5 допускается. 4 человека. 4 человека? 7 человек. И все встали. До утра кричали: «Откройте, помогите!». Главным же адресом народного артиста Фидана Гафарова был Башкирский драматический театр. Здесь он жил, в каждом своем герое. Здесь за кулисами росли его дети. Репетиции, спектакли, премьеры. Даже уезжая на гастроли по стране, он всегда возвращался на эту сцену, к самому близкому зрителю. Вчера, в свой день рождения, после режима самоизоляции, Фидан Сафич играл в спектакле «Цена счастья». Долгожданная встреча со зрителями наконец-то состоялась. Они сейчас соскучились по нас, по театру, по произведениям. Когда состоится следующий спектакль, неизвестно. В связи с пандемией репертуар меняется ежедневно. У всех артистов сейчас, драматических артистов из нашего театра, я имею в виду, я других не знаю, вот жажда какая-то, жажда вот сыграть, выйти на сцену. Скучают зрители, скучают и артисты. А потому в свой день рождения народный артист Фидан Гафаров желает всем только одного. Я всем желаю только здоровья, только здоровья.